Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем второе занятие школы блогеров. Мы попросили наших коллег рассказать о своих аккаунтах, о своих постах в интернете, что они публикуют, какие публикации вызывают большой интерес, и как это им помогает в их общественной деятельности и в бизнесе. Но если коротко сказать, то я тоже зарегистрировался в Инстаграме. У меня аккаунт называется NB2015P. Это такое сложное название, потому что почему-то в Инстаграм все мои адреса электронной почты были заблокированы. Поэтому пришлось открыть новую почту и через нее зарегистрироваться. То есть есть определенная сложность в регистрации в Инстаграм, оказывается. И что я публикую в Инстаграм, то в Фейсбуке и в Инстаграме я каждое утро фотографирую свой градусник и выкладываю фотографию градусника с температурой на улице. Это, смотрит больше 100 человек в день, может быть. У меня число подписчиков небольшое, поэтому такого большого количества просмотров у меня нет. Но здесь присутствует Лена Павловна Ефремова. Она активно тоже публикует в Инстаграме. В свое время в третьем составе Общественной палаты Республики Саха-Якутия мы с ней, наверное, вдвоем были самые активные участники интернет-блогерства. Публикаторы, да, из членов Общественной палаты третьего состава. Сейчас, конечно, радует, что у нас уже почти у 30 человек есть аккаунты в Инстаграм, больше публикуют. Но, правда, на первом занятии профессиональные журналисты, особенно Виталий Обедин, покритиковали, что очень мало мы публикуем о своей работе. Так, пожалуйста, Светлана Павловна. Какая Светлана? Светлана. Лена Павловна. Добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, в прошлый раз на первом занятии из здесь присутствующих кто было? Я, насколько помню, Светлана. Светлана, по-моему, была, да? Да, то есть, чтобы не повторяться, Сергей Августович услышал, нет, там фанило, да? Поэтому я... все были. Я просто кратко еще раз хочу сказать, что как Николай Андреевич изначально, когда в третий состав избирались, проходили собеседование с ним вместе, так на пару, заходили как на экзамен. Третий состав, 22 члена, мы зашли, нас принимала прямо комиссия, и как экзамен, собеседование мы проходили под видеокамеру. Запись нашего собеседования была выложена в интернете на странице Саха-Лайф. Думаю, не знаю, если сохранилась она там сейчас или нет, но, по крайней мере, собеседование, которое с нами было проведено, оно было тут же опубликовано в сети интернет. На тот момент, видимо, были такие требования. Было Министерство по развитию гражданского общества, и таким образом Министерство начинало работу по освещению деятельности членов Общественной палаты. Я насколько помню, тогда Николай Андреевич, когда задали вопросы на меня, нас всех спрашивали, с какой целью вы идете в Общественную палату, для чего вы это делаете. Я лично ответила так, что иду я в Общественную палату, так как у меня есть опыт реализации различных социальных проектов с участием общественных организаций, общественности, органов власти и так далее. Но я хотела бы расширить эту деятельность на уровне региона, так как если я стану членом палаты, у меня появится такая возможность. А Николай Андреевич, в свою очередь, отметил, он сказал, что я занимаюсь блогерством, я блогер, и я очень много публикую информации различного направления, в том числе касаемо деятельности общественной организации Япония-Россия
и в целом по деятельности своей, ну, вообще своей общественной деятельности. На тот момент, конечно, это воспринималось как, ну, может быть, какое-то, ну, не то что ноу-хау, но, по крайней мере, это было в новинку, потому что этим мало кто занимался. Сейчас, в данное время, это превратилось в требование, можно так сказать, нашего времени. Почему? Потому что в том числе пандемия подтолкнула к тому, что наша вообще коммуникация, они все перешли в цифровое пространство. И я на прошлом занятии говорила о том, что более 60% населения сейчас в большей степени пребывают в сети интернет. Особенно молодежь, школьники, юное поколение наше, да, достаточно сложно, значит, вообще в этой сети, в этих коммуникациях находиться людям более старшего поколения, так как для них это непривычная форма жизнедеятельности. Но хочу вот еще раз сказать о том, что ведется мониторинг деятельности. То есть то, что мы с вами делаем в жизни, если мы не публикуем на своих социальных страницах, это получается, как будто бы мы эту деятельность не информируем население, и не, как бы вот, в основном же вся информация проходит через интернет. Вот мы каждый день с этими гаджетами находимся, поэтому рекомендуется каждому члену палаты иметь свою какую-то социальную страничку. Я лично имею две основные страницы, это Инстаграм и Фейсбук, в которые я очень долго упиралась, не хотела ее заводить на самом деле, но в Общественной палате России меня убедили в том, что необходимо именно вести страницу Facebook, так как она имеет более широкий охват, не только по всей стране, по всему миру. И Facebook у меня в основном это рабочая страница, на которой я выставляю информацию касаемо, ну, в основном общественной деятельности. Бывает информация касаемо моего основного вида деятельности, но, по крайней мере, личную какую-то информацию я там стараюсь не размещать. На Инстаграм-странице она у меня смешанная, то есть там в последнее время она тоже в основном стала более такой официальной, но изначально я публиковала все, в том числе, например, есть у меня такая рубрика, называется «Выпечка выходного дня». Это мое хобби, то, чем я люблю заниматься. Это делается для того, чтобы, ну, возможно, показать грани там человека с другой стороны, не только как там работника какой-то сферы, да, или общественного работника, деятеля, а в плане того, что помимо этого у вас есть другие интересы. Поэтому думаю, что для всех нас, особенно для членов Общественной палаты, это важно. Надо иметь свои социальные страницы и вести их. Я так думаю, что, по идее, можно было даже сделать страницу отдельно по комиссиям, потому что получается, что вот на прошлой встрече говорили о том, что нашу деятельность палаты мало видно. Почему ее мало видно? Потому что мало публикаций, которые там размещаются. Знают Николая Андреевича, знают Анжелику, да? Знают Ольгу Григорьеву, нашего Афанасия Алексеева, да? То есть вот таких медийных личностей знают, но не знают всех остальных, кто эту деятельность ведет, но, возможно, слабо это проводит информирование на своих социальных сетях. Поэтому я вас призываю, если вы стесняетесь, если вам неудобно заводить свою личную страницу, это можно сделать хотя бы какие-то комиссионные отдельные страницы по направлениям деятельности. Например, культура — это там свою страницу заводит, здравоохранение — свою страницу и так далее. И там вы будете размещать информацию, которую вы ведете конкретно по своему виду деятельности. И при этом нам необходимо выработать какой-то единый слоган, хэштег, чтобы, когда мы этот слоган набираем, вышла на странице единая информация по всем комиссиям. Но, по крайней мере, в своей организации, где я работаю, у нас так. Очень трудно одному человеку вести страницу за всех. Это надо отправить информацию, это надо написать, это надо разместить. Конечно, это занимает время. Поэтому мы придумали так. Мы сделали хэштег, он называется «Берегиня Добро Якутия», а ведут страницу несколько человек, разные подразделения. И, соответственно, по одному направлению деятельности один человек закрепленный, по второму другой, но есть единый хэштег. И когда ты этот хэштег набираешь,
выскакивает вся информация, касаемая деятельности одного учреждения. Поэтому я предлагаю вам, нам всем сделать тоже так. Давайте мы начнем, может быть, у нас 12 комиссий, 12 страниц создать. И эти 12 страниц будут активно освещать свою работу под единым хэштегом. Если вы меня поддержите, я буду рада, потому что я думаю, тогда сразу более население будет знать о деятельности Общественной палаты нашей республики. Вот. Ну, вот это кратко. Не буду впадать в какие-то другие теоретические моменты. Ну, такое пожелание у меня. Ну, ясно. Спасибо. Есть вопросы к Лене Павловне? Нет, наверное. Нет. Инстаграм-страница как у вас называется, Лена Павловна? У меня Ефремова Лена называется инстаграм-страница. Я ее, так скажу сейчас точно, Лена Ефремова. Ефремова Лена 74, пардон. Можете сразу подписаться, я вас приглашаю. Ефремова Лена 74. А в Фейсбуке прямо так. Ефремова Лена Павловна, но только по-английски. Ну, такая официальная, поэтому и, соответственно, название очень официальное. Ничего придумать не смогла. Вот так. Ну, ясно. Спасибо, Лена Павловна, спасибо. Так, здесь у нас присутствует наш гость, тоже вот общественник, который, ну, по рассказам старших товарищей, вот благодаря наличию своей странички в Инстаграм смог собрать вокруг себя единомышленников, имеет около 30 тысяч подписчиков. Вот, и благодаря своим подписчикам он выиграл праймарис Единой России, и смог выдвинуться в кандидаты в Госдуму Российской Федерации от партии Единая Россия. Вот, и занял второе место в одномандатном округе. То есть сделал большую заявку на будущее. Молодой перспективный политик, вот, Петр Петрович Черкашин. Так, пожалуйста, Петр Петрович, расскажите, как вы начали свою деятельность вот в Инстаграме, как ваша общественная деятельность связана с вашей страничкой в Инстаграме, вот, и какие вот у вас планы, и самое главное, советы и мнения вот членам Общественной палаты, которые имеют странички в Инстаграме. Что надо сделать, чтобы собрать круг единомышленников, и чтобы они вот увеличивались, и был такое стабильное ядро подписчиков, вот как у вас. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники ВКС. Я очень рад и с большим удовольствием и волнением приветствую вас. Сразу говорю, что я не блогер. Я являюсь автором проекта, благотворительного проекта «Утесана Долбура». Суть этого проекта заключается в том, чтобы помогать пожилым людям, многодетным семьям, инвалидам, сиротам и так далее. Да? Почему я вот постоянно выкладываю свою работу? Во-первых, потому что людей вдохновлять и другим мотивировать. Да? И вот уже 5-й год активно занимаюсь благотворительной деятельностью. И за эти годы мне вот почти каждый день пишут люди просьбами. Ну, например, в этом году ко мне обратились 2 женщины с просьбой о сборе денег для дорогостоящих операций. И мы у одной женщины за 3 суток собрали 4,5 миллиона рублей, а у второго, по-моему, за 10 дней ровно 4 миллиона рублей. Это все благодаря Инстаграму. За такой короткий срок, я думаю, это большая сумма. Поэтому я хочу сказать, в нашей республике самый лучший инструмент для продвижения и для представления самого себя людям, это однозначно, ну, это мое мнение, да, Инстаграм. Вот, у меня на сегодняшний день более 25 тысяч подписчиков, поэтому я чуточку знаю
как повысить охват. Ага. И, например, у меня есть друзья-блогеры, ну, наши местные, да, они говорят, как порой обидно бывает, когда ты стараешься, делаешь фотографии, пишешь текст, вкладываешь душу и выкладываешь ее, а в ответ не получаешь лайки, да, например, заветных сердечек, комментариев. Это значит, в общем, твой пост не набирает обороты. Там, я думаю, очень много тонкостей, хитростей, лайфхаки. В общем, зависит очень многих факторов для улучшения внимания. Во-первых, надо использовать яркий свет, контраст, да? Эмоции, дети, даже животные, важные события и так далее. И очень такой маленький момент есть, например, в посте, да, в тексте, то есть в первые 2 строчки должны быть шокирующими, интригирующими, вызывать гнев, зависть. Только тогда вашим подписчикам появится интерес. Вот. И как до вашего подписчика, да, достучаться и определить время, в которое лучше всего делать публикации, что ваши подписчики вовлекались прям очень-очень сильно. Всегда лучшее время для выкладывания это либо утром, либо вечером. Например, утром, когда люди едут на работу, могут почитать ваши посты, либо вечером едут с работы, могут почитать ваши посты. И на какое конкретное время. Поэтому мой вам совет, опирайтесь на статистику, опирайтесь на данные, тестируйте, и вы точно, когда узнаете, когда ваши подписчики сами будут активные и будут комментировать, лайкать, да, ваши посты, чтобы должны попадались в топ Инстаграм, имею в виду в интересах. Бывает же, да, там, знаете, наверное, да, топ Инстаграм. Нет. Нет, да? Поэтому для этого вам нужно зайти в свой аккаунт, да, и открыть статистику и четко по статистике посмотреть, в какой день, в какое время у вас наиболее активна аудитория Инстаграм и наиболее активные подписчики. Обязательно делайте это, хотя бы 1 раз делайте, и вы четко узнаете, в какое время вам и с вашим аккаунтом, с вашей нишей и с вашими подписчиками лучше всего выкладывать контент. Постоянно посмотрите вашу статистику. Я, например, постоянно смотрю свою статистику, да, я где-то 20:00 постоянно выкладываю свой пост. А если утром, например, выкладываю пост, там уже охвата, вовлеченность мало будет и так далее. Оборот не идет, я имею в виду. Как создать успешный блог, как привлекать подписчиков, я точно не знаю, я не блогер, я себя не считаю блогером, поэтому насчет этого я не знаю. Если есть вопросы, я готов на них ответить. То есть, спасибо. Петрович, получается, вы вначале создали общественное движение, и потом, после создания общественного движения, вы создали свой аккаунт в Инстаграм. Так получается? Я создал свой Инстаграм с 2011 года, но я с 2017 года я активно веду свой Инстаграм. Почему? Потому что я с 2017 года работаю исполнительным директором общественной организации Лига отцов Якутии. Лига отцов Якутии, сами знаете, это самый большой, крупный организация нашей республики. Мы на сегодняшний день объединяем более 650 совет отцов, примерно. У меня как я говорил, что я автор проекта «Утесана Долбура». Это как полка добра. И постоянно я делаю
челленджи, постоянно делаю какие-то акции, поэтому, наверное, у меня подписчиков много. И когда-то, ну, в прошлом году я снимал социальные ролики против алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни, ну, типа, такие вещи делаю, поэтому. Ага. Вот, и самое большое количество просмотров, сколько у вас вот в ваших публикациях? На видео просмотров 50, по-моему, 50 тысяч, по-моему, было. А сейчас в данный момент мой сторис где-то 10-12 просмотров каждый день. Тысяч? Ага. 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 То есть вы больше в сторис выкладываете или вот в ленту? Больше сторис. Сторис каждый день выкладываю. Если... Ага. То есть, но сторис же он пропадает же через день, через 20. Через сутки пропадает. Но, ну, там еще внутри сториза есть близкие друзья. Ну, постоянно я там более вот акцентируюсь. Ну, там все свои движухи, свои работы выкладываю. А вот об обычном историзе я просто чисто добровольческие темы, деятельность выкладываю. Ага. Разрешите задать вопрос Петру? Да, скорее всего, здесь большинство людей не знают, что такое сторис, что такое лента. И вообще, в прошлый раз даже спрашивали, что такое аккаунт. Поэтому, наверное, вот, может быть, вы своими словами объясните, что это такое и как этим пользоваться, да? И вторая просьба. Вот вы упомянули, что вы челленджи проводите и конкурсы. Вот как это вы делаете? Какой механизм? Какие-то призы выставляете? Как людей привлекаете? Почему люди реагируют на это, по вашему мнению? Да. Ага, все, спасибо за вопрос. Во-первых, аккаунт – это Инстаграм, страница. Ага. А вот челленджи, я вот когда-то в прошлом году, по-моему, было, проводил GIF. GIF, знаете, наверное, да? GIF. Ну, я в основном акции, я имею в виду акции, насчет акций, да, я не такие вот конкурсы провожу, я вот благотворительные акции делаю, просто. Моя ниша, мой блог более акцентирован на благотворительность. Так, ну вот, Петр Петрович, вот что такое сторис тогда, вот, расскажите. Ну, вы только что сами сказали, сторис пропадает через сутки, а вот в ленте там остается навсегда. То есть этот сторис, когда делаешь публикацию, можно выбирать же, куда помещать, да, его? Или в ленту, или в сторис. Да, ага, выбираешь. Ну, там два варианта. И там еще есть актуальные для сториса. Например, снимаешь сторис, да, и она вот через сутки пропадает, поэтому если... И еще там есть, в архиве тоже можно оставить сторисы и даже вот посты, ну, в ленте имею в виду. Тогда в чем преимущество сторис, если они, ну, я так понял, по сути, они одинаковы, да, с лентой? И только разница в том, что он исчезает. Вроде бы это даже хуже, да? А почему-то вы предпочитаете сторис. Можно я отвечу на этот вопрос? Ага, пожалуйста. Могу, Петру, да? Ага. В общем, почему сторис? Потому что молодые люди и вообще люди в последнее время любят смотреть сторизы.
Потому что они включают, вот что-то делают, да, и включают, и сторизы, они вот так вот двигаются, смотрят сторис одного аккаунта, потом переходят сразу на другие сторизы. Сторис интересно тем, что интересуемый их человек, чем занимается сегодня, что он полезного дает сегодня именно. И они живые, показывают лицо, эмоции человека. И в сторизах обычно блогеры и вообще люди дают какую-то ценную информацию. В последнее время публикацию делают редко вот блогеры, да, ну, полезные такие блогеры. Петр, например, ну, подтвердит мои слова, посты писать это время нужно, это подбирать фотографии нужно. А в сторизах можно все быстро делать. И в сторизах можно прослеживать просмотры, и со сторизов можно сразу переходить на личные сообщения к этому человеку. Поэтому это интересно. Люди чистят с утра зубы, включают в Инстаграме сторизы, и оно идет. Вот. И интересуемые их люди, они там все сверху светятся у него. И ну, люди смотрят обычно тех людей, которые им интересны, да. И вот в общественной палате у нас очень интересные личности, и если вы каждый день начнете хотя бы по 2-3 сториза выкладывать, у людей, которые вас просматривают, вы постоянно будете наверху, вот ваша фотография с иконкой, и им будет интересно, вот что же у них произошло сегодня интересного, вот по времени, если говорить. Спасибо большое. Требующее объяснение. Ага. Молодец. Так, еще вопросы к Петру Петровичу? Николай Александрович. Андрей. Николай Андреевич, я прошу прощения, да, ну, не знаю, может быть, не в попад. Вот я посмотрел, значит, Инстаграм нашей общественной палаты, и там что-то вот посетителей, мне кажется, не так много, да, вот, может быть, Петр бы посоветовал общественной палате, как Инстаграм сделать более привлекательным, более успешным, более посещаемым. Ну, ничем не могу помочь, наверное. Но я только что сказал, как создать успешный блог, я не знаю, как привлекать подписчиков. Я тоже особо не знаю. Можно я тоже встревну сюда, да? Потому что у меня есть кое-какие мысли. Ага. Да, я видела, там что-то 400 человек было в начале, а сейчас у нас страницу нашей общественной палаты сделали новую страницу открыли. И там больше 170 человек, по-моему, сейчас. Нам сейчас нужно 118. его прокачивать. 118. 118 вот. подписчиков. Это совсем мало. Для общественной палаты мы же с обществом работаем, мы же с людьми будем работать, и мы должны все хэштегами отмечать нашу общественную палату, все должны отмечать вот именно название нашей общественной палаты. Тогда у всех у нас через прямую ссылку люди будут заходить и подписываться. И нам нужно для большей полезности снимать ролики какие-то. Если у кого-то из нас, да, у всех есть какие-то ролики касательно социальных наших дел, которые мы делаем, мы будем там выкладывать, вот как у Петра Черкашина, да, он же снимает очень хорошие ролики, и мы бы у него научились бы этому. Мы все сегодня, у меня есть сегодня какие-то инструменты, я вам дам, и там нужно будет прослеживать более-менее таких личностей, которые работают именно в социальном плане, там, для развития общества, и роликами можно это все, и сторизами, конечно же.